Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот главные темы выпуска. Выборы признаны состоявшимися. Татарстан действительно голосовал активно. Подробности результатов голосования у Салавата Мухаммадуллина. Результаты и реакция. Настроение очень хорошее. Как оценивают итоги выборов, узнал Дмитрий Аринин. Увез, но не сохранил. Пожарная безопасность совершенно никем не обеспечивалась. О судьбе двух памятников деревянного зодчества в Татарстане расскажет Рамиль Галиуллин. Культурное ноу-хау. Подписание Лениным декрета об образовании Татарской АССР стало знаковым в живописи советской Татарии. Как реализуется национальный проект «Культура» в Татарстане, узнала Вероника Гайнудинова. Татарстан подводит итоги голосования на протяжении 3 дней. С 11 по 13 сентября в республике шли 4 избирательные кампании. Это выборы президента республики, до выбора депутатов Госдумы и Госсовета и муниципальных депутатов. Как отметил Центр избирком России, Татарстан показал самую высокую активность избирателей по выборам президента. По окончательным данным ЦИК Татарстана явка там составила 78,78%. Подробнее о результатах Салават Мухаммадуллин. Татарстан действительно голосовал активно. Выборы в республике признаны состоявшимися. После обработки 100% бюллетеней большинство голосов на выборах президента у Рустама Минниханова. Он набрал 83,28%. Данные сегодня огласил председатель Центра избиркома республики. На втором месте Альмир Михеев, затем Альфред Валиев, Олег Коробченко и Владимир Сурчилов. Все, что мы обеспечивали, все, что мы предполагали во время этой избирательной кампании, связанной с безопасностью, с новыми форматами работы. Все удалось, все сделано. Таким образом, Рустам Минниханов одерживает убедительную победу и будет во главе республики до 2025 года. До 2024 становится депутатом Госсовета республики Тимур Шагивалиев, генеральный директор особой экономической зоны Алабуга. На 1 год мандат депутата Госдумы от Нижнекамского избирательного округа получает Олег Морозов. Он набрал 73% голосов. По традиции, активнее всего в республике голосовали сельские жители. Больше чем в 15 районах явка выше 90%. Лидеры – Апастовский, Дрожжановский, Сармановский. Среди городов самая высокая явка в Альметьевске, Буинске и Заинске. Я считаю, что выборы прошли хорошо, выборы прошли организованно, выборы, подчеркну еще раз специфику именно этого единого дня голосования, прошли безопасно, и Татарстан подтвердил в очередной раз в российских масштабах, так сказать, свой высокий передовой статус. Выборы прошли без особых замечаний, хотя на некоторых участках были попытки провокации. Вот, например, ситуация в Столбищах. Мужчина без документов представился членом территориальной избирательной комиссии и попытался попасть на участок до его открытия. Естественно, в доступе ему было отказано. Вы должны предоставить удостоверение ТИКа. Когда оно у меня будет, тогда я вам предоставлю. Вот когда оно будет, вы можете сюда зайти. Чем было вызвано такое поведение, остается только догадываться. Дестабилизировать ситуацию на избирательном участке не удалось. Мешал нам открыть и приступить к работе в 8 часов, так как я говорил о том, чтобы он покинул помещение, потому что он находится там незаконно. Он просто ждет и задает провокационные вопросы: а что вы со мной сделаете, если здесь я останусь? Соответственно, через полчаса он просто покинул помещение. Конфликта не было только из-за того, что мы не поддаемся на провокацию. А на соседнем один из кандидатов подошел слишком близко к урне с бюллетенями, мешая подсчету голосов. Давайте не будем мешать комиссии. В итоге все завершилось благополучно. Члены избиркома четко соблюдали закон. Мы выезжали практически на все сообщения и практически на все звонки. Звонки, будем так говорить, и я тоже в том числе отрабатывал. В целом выборы прошли организованно. Большую роль в этом сыграли и наблюдатели. Их на этих выборах было больше 20 тысяч, в том числе и блогеры. Как назвали их федеральные эксперты, татарстанское ноу-хау. Возникали какие-то вопросы, в том числе сообщения, которые нам шли из разных точек, быстро перепроверялись. Так называемые, нарушения, которые впоследствии, по счастью, не подтверждались.
но наша обязанность была любое сообщение перепроверять. С точки зрения безопасности на участках для голосования все прошло более чем спокойно. Никаких нарушений выявлено не было. Предлагались перчатки, маска, предлагалась обязательно обработка рук, термометрия. Члены избирательной комиссии и наблюдатели также были в средствах индивидуальной защиты, поэтому никаких нарушений выявлено не было. Окончательные результаты выборов Центральная избирательная комиссия подведет на этой неделе. Уже затем будет определена дата инаугурации президента республики. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ. Казань. Татарстан, как всегда, хорошо работал, так оценил предварительные итоги выборов в республике Дмитрий Медведев. Он отметил, что в Татарстане в ходе избирательной кампании была проделана серьезная основательная работа. О ее результатах и ходе голосования председателю «Единой России» по видеосвязи рассказал секретарь татарстанского отделения партии Фарид Мухаммедшин. В свою очередь Дмитрий Медведев отметил, сейчас нужно со всей внимательностью отнестись к наказам избирателей. Это одна из главных миссий партии. Хочу, пользуясь этой возможностью, прежде всего поблагодарить за участие в выборах избирателей нашей страны. Я просил бы всех, кто сейчас слышит и участвует в нашей видеоконференции, передать мои слова поздравления тем, кто добился результата, с одновременным пожеланием практически сразу приступить к исполнению тех поручений, тех наказов, которые дали избиратели. В ходе видеоконференции Фарид Мухаммедшин отметил, что это были многосоставные выборы, и они стали серьезным экзаменом для партии. Кроме того, впервые среди наблюдателей так широко были представлены блогеры. По данным экзит-полов, представители «Единой России» стали лидерами как в одномандатных округах, так и по партийным спискам. Думаю, что мы успешно будем использовать накопленный опыт для того, чтобы успешно провести избирательную кампанию 2021 года по формированию Государственной Думы Российской Федерации. Еще раз спасибо. Хочу всех коллег поздравить с убедительной победой. Это внушает доверие и еще раз убеждает, что мы на правильном пути. Зор Ахмад, спасибо. В Татарстане впору говорить о политической зрелости избирателей. Об этом сегодня во время своей онлайн-пресс-конференции заявил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. По мнению политолога, результат голосования, как и высокая явка избирателей в Татарстане, для него были предсказуемы. По словам Куртова, большинство жителей высказались именно за сохранение прежнего курса, делая ставку на стабильность. Господина Миниханова можно поздравить с очень достойным представлением и количество избирателей. За проголосовало 83,5%. Это, конечно, результат более чем удовлетворительный, особенно у человека, который идет на выборы не первый раз. Про него знают уже и все плюсы, и все минусы. И тем не менее он доказывает свою необходимость, свою полезность жителям и доверие. Избирательная явка на выборы президента Татарстана в Казани составила 62,9%. Об этом сегодня сообщили в мэрии. Действующего президента Татарстана поддержали 72,6% казанских избирателей. Далее идет Альмир Михеев от «Справедливой России» 11,47%. У Альфреда Валиева от «Коммунистов России» 6,59%. За Олега Коробченко проголосовали 3,5% избирателей. За Владимира Сурчилова 3,99%. А в новый состав Казгордумы по спискам и одномандатным округам прошли представители сразу 5 партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и партии Роста. По одномандатным округам Казанской городской думы в одномандатных избирательных округах наибольшее число голосов набрали кандидаты, выдвинутые от «Единой России». Они получили 16 мандатов, 5 самовыдвиженцев, по одному кандидату от партии Роста, ЛДПР, Коммунисты России и Справедливой России. Таким образом, у нас представлены все крупные партии. Результаты выборов всех уровней сегодня подводят и в штабах партий. Как оценивают полученные проценты и места, узнал Дмитрий Аринин. Настроение очень хорошее. Хорошее настроение в штабе победителя Рустама Миниханова. Сегодня днем здесь немноголюдно. Многие работали до самого утра. Тот результат, который получил наш кандидат, он не может не радовать, безусловно. Хоть это было и ожидаемо, и все равно это очень радостно. Это значит, что жители республики очень высоко оценивают все то, что делается в Татарстане.
В штабе Альмира Михеева по итогам голосования сегодня провели планерку. Результаты президентских выборов, где заняли второе место, рассматривают вкупе с муниципальными. Задача была достойно представить партию. Не стоит оценивать эти выборы отдельно от муниципальных выборов. Мы как раз сейчас подбиваем результаты по муниципальным выборам, и уже можно сказать, что мы серьезно улучшили свой прошлый результат. Наших депутатов муниципальных советов будет больше примерно на 25%. Уставший, но довольный сегодня Альфред Валиев. Как говорит лидер республиканских коммунистов России, его штаб проделал большую работу, и результат радует. Партия у нас не парламентская, молодая. Считаю, что это прорыв. Участие даже это прорыв был. А занять третье место, в принципе, если так разобраться, то практически второе-третье место по процентам оно практически там одинаковое. Олег Коробченко сегодня собрал пресс-конференцию, где заявил, что намеченные планы выполнены. Более 100 партийцев стали муниципальными депутатами. На лучшую узнаваемость партии работала и президентская избирательная кампания. То, что получилось, на мой взгляд, очень хорошо. То, что касается президентской кампании, самая главная цель, которая была поставлена у нас, это показать себя, рассказать про партийные планы. Не унывают и в штабе Владимира Сурчилова. Сегодня здесь анализировали итоги голосования. Как говорят, результат справедлив. Итоги выборов. И ЛДПР считает, что справедливые. Наши наблюдатели на этих выборах, которые присутствовали на многих избирательных участках, они никаких фальсификаций на избирательных участках не заметили. Политики сходятся во мнении, что благодаря выборам партии, конкретно кандидаты, стали более узнаваемы. Это хороший импульс для предстоящих избирательных кампаний. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Казань, Набережные Челны. К другим темам. В Татарстане сегодня зарегистрировано 23 новых случая COVID-19. Из них 1 завозной, 21 контактный. 2 человека госпитализировано, 20 получают лечение на дому. Больше всего заболевших в Казани – это 11 человек. 3 в Савинском районе, 2 в Буинске. Таким образом, на 14 сентября в Татарстане зарегистрировано 6857 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 5651 человек, в том числе 15 за минувшие сутки. Как спасти свое дело в период пандемии и на какую поддержку бизнесмены могут рассчитывать? На эти и другие вопросы ответят прокурор республики Ильдус Нафиков и уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав потребителей Фарид Абдулганиев. Прием пройдет в 9-м корпусе Казанского Кремля в 15:00. Необходима предварительная запись. Номера телефонов вы видите на экране. Увез, но не сохранил. Сегодня в Камско-Устинском районе рассмотрели дело в отношении известного вологодского реставратора Александра Попова. Напомним, с ним был заключен договор на восстановление Михаило-Архангельской церкви и мечети из поселка Большая Елга. Оба объекта – памятники деревянного зодчества. Но, как посчитали в Комитете по охране объектов культурного наследия, из-за ненадлежащего ухода за памятниками специалист превратил известные храмы республики в дрова. Есть и другие претензии. С подробностями Рамиль Галиуллин. Прошу садиться. Сегодня в зале суда немноголюдно. На заседание пришли представители Комитета по охране объектов культурного наследия и реставратора. Сам Александр Попов не приехал. Сведения о надлежащем извещении его времени месте судебного заседания имеются таковы, что неудачная попытка вручения по отслеживанию Почты России. Комитет обратился в суд, считая, что были нарушены требования законодательства об охране объектов культурного наследия. В данном случае речь идет о Михаило-Архангельской церкви 1757 года. Объект в прошлом году передали на реставрацию Александру Попову, точнее его компании. Заказчиком работ стала Казанская епархия. Компания-специалиста должна была вернуть прежний облик памятнику деревянного зодчества. Но, по словам представителя комитета, из-за нарушения условий хранения состояние старинного храма только ухудшилось. Объект находился в груди строительного мусора, обломков. Подлинные элементы церкви валялись по территории. Представитель компании-реставратора с этим не согласилась. По словам юриста, работы велись по ГОСТу. Так, например, противоаварийные работы. Это изыскательские, проектные, производственные работы, направленные на выведение памятника деревянного зодчества из аварийного состояния. Скажите, а данный ГОСТ в вашей проектной документации был предусмотрен? Ссылка на него в вашей проектной документации, которая была утверждена, имеется? Имеется. Где?
Проектной документации. Которую вы не видели и сказать не можете. Напомним, что вместе с церковью для реставрации в прошлом году Попов вывез и мечеть из села Большая Елга. Тогда представители духовенства и комитета были уверены, что передают объекты в руки лучшего мастера. Но уже в декабре 2019-го к нему возникли вопросы. Не выполнять свои договорные обязательства в части сроков, в части, стоимости работы. Приняли решение, изъять. При этом стоимость работ по объектам постоянно менялась. В начале этого года реставратор заявил, что финансирования для проведения всех работ не хватает и просил увеличить смету с 20 до 49 миллионов рублей. К решению вопроса подключился президент республики, и в мае договоренности достигли. Планировалось, что мечеть Попов и его команда завершат сами, а церковью займутся татарстанские мастера. Но в итоге приняли решение договор расторгнуть. Деревня Архангельские Кляри. Именно здесь и находилась церковь 18 века. Но, как мы видим, сейчас тут пусто. И о том, что раньше здесь было здание, напоминает лишь вот такой кирпичный фундамент и деревянные балки. Сейчас оба памятника деревянного зодчества находятся в разобранном виде на территории промпарка в Лаишевском районе. За работы взялся республиканский подрядчик. Сегодня суд постановил оштрафовать компанию Александра Попова на 100 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. По словам его юриста, это решение обжалуют. Однако 17 сентября в этом же суде снова будет ответчиком, но уже как должностное лицо сам Александр Попов. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Камско-Устинский район. Доля расходов на коммунальные услуги из-за пандемии выросла в 43 регионах страны. Оказался ли среди них Татарстан? Читайте об этом в интернет-газете «Реальное время». Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Культурное ноу-хау. Подписание Лениным декрета об образовании татарской АССР стало знаковым в живописи советской Татарии. Как реализуется национальный проект «Культура» в Татарстане, узнала Вероника Гайнудинова. Байки в городе. Мы все добрые, позитивные люди. В Набережных Челнах официально завершили мотосезон. Как отметили это событие, увидел Рамиль Шайдуллин. Общественность Республики Татарстан понесла невосполнимую утрату. На 72-м году жизни скончалась популярная исполнительница татарских песен, народная артистка Татарстана и Башкортостана Хамдуна Темиргалиева. Уже с первых выступлений на сцене она завоевала народную любовь и популярность. Высочайший профессионализм, необыкновенная работоспособность, глубокое знание этнического фольклора позволяли Хамдуне Темиргалиевой передавать самобытную красоту и вековую мудрость народных песен. Светлая память любимой народной певицы навсегда сохранится в наших сердцах, говорится в тексте некролога, который подписали Рустам Минниханов, Ментимир Шаймиев, Фарид Мухаммедшин и другие официальные лица. Прощальная церемония с певицей состоится завтра в 10 утра в Татарской государственной филармонии имени Тукая. Новые возможности культуры у оркестра, полное обновление музыкальных инструментов, у педагогов обучение в лучших вузах страны, а в музеях цифровые ноу-хау. Как национальный проект «Культура» помогает развиваться самой культуре, показали сегодня в Казани. Программа реализуется в республике уже второй год, и изменения масштабные. Их увидела Вероника Гайнудинова. На сцене культурного центра «Сайдаш» городской симфо-джаз-оркестр Казани. Музыканты исполняют произведения Мишеля Камила. Играет каждый из них на абсолютно новых музыкальных инструментах. Инструмент должен быть качественный, чтобы он хорошо звучал, чтобы было удобно. Вот, например, в скрипке есть подставка, если она неправильно как-то стоит, то уже это тяжело играть. Новые, современные и удобные. Скрипку, саксофон, виолончель и десяток других инструментов на сумму больше 7 миллионов рублей оркестр получил по национальному проекту «Культура». Такой толчок, рывок вперед, понимаете, открывает новые горизонты творческие. Вот именно в творческом плане для наших юных оркестрантов. А еще в этом году больше 110 педагогов и директоров школ искусств смогли пройти курсы повышения квалификации, обучение в лучших вузах искусств страны. Направления самые разные, начиная от работы с детьми с ограниченными возможностями, заканчивая узкой специализацией, там, допустим, вокальное искусство, эстрадное искусство. Это замечательная программа, которая позволяет успешно реализовывать педагогические планы, учебные планы в школах искусств. Это укрепляет материальную базу. Это
Это уже Национальная художественная галерея республики. Новинки есть и здесь. Если раньше просили убирать телефоны, теперь смартфон здесь необходим. В галерее заработала программа «Мультимедиагид». Если рядом с картиной увидите вот такой черный квадрат, значит, к ней прилагается персональная экскурсия. Для этого нужен всего лишь ваш телефон и специальное приложение, которое называется «Артефакты». Сейчас я покажу, как это все работает. Нажимаем «Распознать». Сейчас включится специальный аудиогид. Но подписание Лениным декрета об образовании Татарской АССР стало знаковым в живописи Советской Татарии. Самое интересное об этой картине, об истории создания этой картины, даже о том, как она сюда попала, о том, из какого собрания, и, конечно, о биографии художника. Такой бесплатный музейный гид в дополненной реальности стал доступным для каждого посетителя, тоже по национальному проекту «Культура». Нацпроект, он, в принципе, в первую очередь нацелен на создание вот такой комфортной, благоприятной среды для творчества, для раскрытия талантов. Завтра в Казани ждут министра культуры России Ольгу Любимову. Она оценит все изменения в культурной жизни столицы. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. В Нижнекамске в честь столетия ТССР и Дня нефтехимика прошел грандиозный концерт. Здесь исполнила свои самые громкие хиты группа «Любэ» и другие известные музыканты российской и татарстанской эстрады. Основные мероприятия стартовали в 16 часов. Для маленьких нижнекамцев и их родителей приготовили множество тематических мероприятий. Дети участвовали в декорировании домиков, посещали мастер-классы и смотрели интерактивные спектакли. Концертная программа в парке нефтехимиков началась в 18 часов с выступлений популярных исполнителей Нижнекамск нефтехима и города. Для любителей татарской эстрады настоящим подарком стало выступление заслуженного народного артиста республик Башкортостан и Татарстан Айдара Галимова. Молодежи много очень. Вот это меня тронуло, где-то было удивительно даже. Всех, кто пришел в этот вечер на праздник, приветствовали глава Нижнекамского района и мэр Нижнекамска Айдар Медшин и генеральный директор ПАО «Нижнекамск нефтехим» Айрат Сафин. Несмотря на непростые условия, связанные с коронавирусом, мы с вами не пали духом и продолжаем радоваться каждому дню. Поэтому Нижнекамск нефтехим подарил городу этот праздник. Вечер в парке нефтехимиков продолжило долгожданное выступление группы «Любэ». Артистов во главе с неизменным вокалистом и лидером Николаем Расторгуевым нижнекамцы встретили восторженными овациями. «Любэ» подарили прекрасное исполнение знакомых и любимых всем песен, которые нижнекамцы исполняли вместе с солистом, подпевая ему и сопровождая известные хиты светом фонариков мобильных телефонов. Это было настоящее единение сцены и зрителей под открытым ночным небом Нижнекамска. Во-первых, мы увидели, как зритель соскучился. Не по Любэ, а вообще. Завершился вечер праздничным грандиозным салютом. Небо над Нижнекамском озарялось яркими красочными вспышками под музыкальное сопровождение на протяжении 8 минут. Железные кони отправились в стойло. В Челнах официально завершился мотосезон. И это событие байкеры по традиции отметили ярко. Они устроили мотопробег колонны по городу. Как Сузуки и Харлей вновь показали силу своего движения, увидел Рамиль Шайдулин. Дальше мы едем по Московскому, поднимаемся на дружбу народов. На дружбу, да. Ценные указания перед выездом, и байкеры готовы седлать своих железных коней. Им предстоит проехать по оживленному городскому тракту. Это традиция. Каждый год ночные волки так закрывают мотосезон. Это повод нам всем собраться, отметить этот праздник. Да, хоть он немного и грустный, что уже осень, лето заканчивается, но это не повод, что мы все больше по старым мотоциклам ездить не будем. Будем ездить до холодов. Летом байкеры практически не расстаются с двухколесным транспортом. Рычат Сузуки, Харлей, Кавасаки. Однако и зимой, как выпадет снег, гонщики пересядут на мотоциклы с люлькой. Средней скорости 60. В общем потоке машин их не спутаешь ни с кем. Десятки мотоциклистов едут колонной и говорят, что никогда не пересядут на машины. Ведь здесь возишь тело, а они везут душу. Я вот недавно с Крыма вернулась. Да. Несмотря на все стереотипы о байкерах, мы все добрые, позитивные люди.
К слову, и всех своих единомышленников байкеры ценят именно за отношение к жизни, поэтому в их рядах есть и семейные пары, и хрупкие девушки. Главное – это любовь к движению, остальное – дело техники. Рамиль Шайдуллин, ТНВ, Набережные Челны. Пока на этом все. Далее о погоде. Всего вам доброго. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Санаторий Шефаласу и Жминводы приглашает на отдых и лечение на особых условиях. Спецпредложения, акции, выгодные цены. Ловите на сайте ижмин.рф. КПК «Агрорусь». Здесь ваши сбережения растут. Пайщикам до 7,65% годовых. Можно все проценты сразу. 550-82. Обновленный Nissan Qashqai X-Trail уже в наличии в автоцентре Марка. Успейте взять первым с выгодой до 371 тысячи рублей. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Фестиваль «Золотая маска» в Казани представляет «Добрый человек из Сизуана». Театр имени Пушкина. Москва. Легендарный спектакль Юрия Бутусова. 5 и 6 октября на сцене Татарского театра имени Камала. Билеты в продаже для зрителей старше 16 лет. Дистанционное дробление камней в почках. Без боли, без операции, бесплатно. По полисам ОМС. Клиника Фарм-Т. 292 66 77. Сань, там кто-то ходит возле нашей машины. Спи уже. У нас каска в Югории. Оформите легкая каска всего за 9900 рублей в год и получите защиту на случай угона или ДТП, в котором вы не виноваты. Спрашивайте «Легкая каска» у страховых агентов или в офисах Югории. Марка собирает урожай. Только в сентябре Datsun от 392 400 рублей. Зимняя резина в подарок. Подробнее 4 пятерки 3 семерки и на Чуйкова 54Б. Холодильник течет и обрастает наледью, потребляет много электроэнергии. Не спешите избавляться от бытовой техники. Замените уплотнительную резину дверцы. Компания Холод Сервис выполнит работу в кратчайшие сроки. Телефон в Ульяновске 73 15 37. За шубой. Распродажа на Тверской меховой. Казанский ЦУМ с 16 по 20 сентября. Здравствуйте! Во вторник в Татарстане будет облачно, дождливо и прохладно. Подробнее о погоде на 15 сентября чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево во вторник под влиянием пасмурного циклона небо затянет облаками. Пройдут дожди, днем всего 11 градусов тепла. Прохладно и дождливо в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Столбики термометров не поднимутся выше 13 градусов. Такая же погода прогнозируется и в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Будет пасмурно, пройдут дожди. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси ветер усилится, ожидаются дожди и прохлада. На юго-западе, в Болгаре, Дрожжаном, Буинске небо в облаках, пройдут дожди, дневная температура плюс 15. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше также не обойдется без осадков и понижения температуры. Ветер будет порывистым. Очередной циклонический вихрь закружил на территории Татарстана, испортив погоду. Идут дожди разной интенсивности. В среду немного прояснится и дождей станет меньше.
И еще одна интересная информация. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Оцените все преимущества новых современных жилых комплексов от компании «Грань». Вам понравится здесь жить. Телефон 2-677-677. Мечта о своей квартире станет реальной в жилом комплексе «Город-парк» Новые Горки от строительной компании «Грань». Квартиры с качественной чистовой отделкой в кирпичном доме. Телефон отдела продаж 2-677-677. Во вторник в Казани будет облачно и дождливо. Ночью +9, днем 14 градусов тепла. Ветер северо-западный, порывистый. Атмосферное давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Магнитное поле в норме, но изменения в погоде могут стать причиной недомогания. Берегите себя. И еще одна интересная информация. Чтобы экономить на такси, переходите на Диди. Новый сервис для заказа такси теперь доступен жителям Казани. Скачайте приложение и закажите поездку по телефону 210 400. Чтобы экономить на такси, переходи на Диди. Скачай приложение или закажи по телефону.